Здравствуйте! В эфире «Настоящее время» из студии в Вашингтоне с вами Игорь Тихоненко. И сегодня в программе. Единый день санкций. США и Евросоюз намерены объявить о новых ограничительных мерах в отношении России за нарушение международных обязательств. Падший Мефистофель Петербурга. Новый поворот в деле о разрушенном барельефе. И в Челябинске открыли социальные центры поддержки родителей и детей, оказавшихся в трудной ситуации. Власти США приняли новые санкционные меры в отношении России за, цитата, «нарушение международного права и разжигание конфликта в Восточной Украине». В список попали 29 частных лиц. Уилл Стивенс, пресс-секретарь посольства США в Москве, так пояснил эти меры. Данное решение Министерства торговли США не является расширением санкций, связанных с ситуацией в Украине. Это технический шаг по приведению экспортного регулирования в соответствии с мерами, принятыми Управлением по контролю за иностранными активами 30 июля этого года. Кроме того, правительство США постановило ввести санкции против компаний нескольких стран, которые нарушают акт о нераспространении, принятый в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. В документе о санкциях перечислены несколько российских предприятий: Тульское конструкторское бюро приборостроения, компания «Катод», НПО «Машиностроение», корпорация МИГ, Рособоронэкспорт и их дочерние структуры. В список вошли также компании из Китая, Ирана, Судана, Сирии, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Акт предусматривает наказание за поставки и приобретение у Ирана, Сирии и Северной Кореи товаров, услуг и технологий, которые находятся в списках многостороннего контроля, либо которые можно использовать для создания вещественного вклада в разработку оружия массового уничтожения, крылатых и баллистических ракет. В свою очередь, Европейский Союз намерен продлить до 15 марта 2016 года санкции против примерно 200 россиян и украинских сепаратистов, а также компаний. Это делается для того, чтобы до конца года добиться от Москвы полного выполнения Минских соглашений о прекращении огня. Решение, как ожидается, будет принято на совещании высокопоставленных чиновников ЕС в среду. Речь идет о замораживании активов и запрете на поездки, срок действия которых истекает 15 сентября. В санкционный список в настоящее время включен 151 человек, включая высокопоставленных российских советников, законодателей, лидеров сепаратистов в Украине и украинских должностных лиц. Соединенные Штаты приветствуют голосование Верховной Рады Украины по конституционным поправкам о децентрализации. Об этом заявили в Совете национальной безопасности США. Цитата: «Это важный шаг в направлении всеобъемлющей реформы управления, а также показатель того, что Украина последовательно выполняет свои обязательства по Минским соглашениям». Конец цитаты. Бывший посол США в Украине, а ныне старший научный сотрудник Института Брукинса Стивен Пайфер в интервью украинской службе «Голоса Америки» так охарактеризовал это решение Верховной Рады. Мне кажется, существуют две причины, исходя из которых Украине стоило бы провести децентрализацию политической власти. Во-первых, передача власти на региональный и муниципальный уровни приведет к более подотчетному и эффективному управлению. И я сейчас говорю не только о Донбассе, я говорю о всей стране. Вторая причина, по которой Украине следует провести децентрализацию, заключается в том, что эта процедура — одно из ключевых положений в Минских соглашениях. Для Украины сейчас очень важно, чтобы все видели, что она делает все возможное для выполнения Минска-2, даже если у этого договора есть серьезные недостатки. Поскольку в конечном счете 31 декабря этого года, когда люди спросят, почему соглашения Минск-2 не были выполнены, Киев должен быть в положении, когда вся вина за это будет лежать лишь на сепаратистах и России. США объявили о новой кампании в поддержку 20 женщин-политзаключенных. Это сделано в преддверии конференции высокого уровня «Пекин +20», которая состоится 27 сентября в ООН и будет посвящена 20-й годовщине Пекинской декларации, принятой на Всемирной конференции по продвижению гендерного равенства и прав женщин. Постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр объявила о начале кампании в поддержку 20 влиятельных женщин, которые не смогут принять участие в диалоге по тематике Пекинской декларации, потому что они находятся за решеткой. Каждый день до начала конференции «Пекин +20» официальные представители США будут подробно рассказывать о деле одной из этих женщин, о том, кто они и по каким причинам их лишили свободы. В списке 20 женщин-политзаключенных из ряда стран, от Ирана и Северной Кореи до России. Среди них украинская пилот и депутат Верховной Рады Надежда Савченко, азербайджанская правозащитница Лейла Юнус, узбекская правозащитница Матлюба Камилова и многие другие. Во вторник было названо первое имя – 44-летней китайской правозащитницы Ван Ю. Позвольте мне повторить ее имя. Это Ван Ю. Мы будем вновь повторять это имя и в последующие дни. Имена других подобных ей женщин, таких как мужественная азербайджанская журналистка Хадиджа Исмайлова
Еще одна из 20, которая была приговорена сегодня к 7,5 годам заключения. Прессу мы призываем освещать эти истории. Членов общин, к которым принадлежат эти женщины, и членов нашего собственного общества, мы призываем воспринимать их заключение как свое личное дело и требовать их освобождения. И правительства, которые продолжают удерживать этих женщин в заключении, мы призываем заняться расширением прав и возможностей женщин. И для начала освободить 20 этих женщин. Не лишайте ваше общество и весь мир голосов этих женщин. Между тем, Китай готовится отметить 70-ю годовщину окончания Второй мировой войны масштабным военным парадом, в котором глава КНР Си Цзиньпинь пригласил принять участие и президента России Владимира Путина. Западные аналитики уже сегодня считают стремительно растущий экономический и военный потенциал Китая одним из самых сложных аспектов международной политики 21-го столетия. Тему продолжит Вадим Оленичев. По размеру национальной экономики Китай уступает лишь одной мировой державе – Соединенным Штатам. Значительная часть китайского ВВП идет на военные расходы. В то время как по официальным данным оборонный бюджет КНР за последний год вырос на 12% или до 132 миллиардов долларов, некоторые эксперты на Западе допускают увеличение на 40%. Такой значительный рост китайской военной мощи не может не тревожить руководство США и Североатлантического альянса. На сегодняшний день угрозы прямой агрессии со стороны Китая нет, но его стремление доминировать по меньшей мере в Тихоокеанском регионе очевидно. 15-20 лет назад военное развитие КНР во многом зависело от России. Москва снабжала Китай средствами противовоздушной обороны, ракетными и радарными комплексами и многим другим. Мы пока не знаем, перерастут ли эти отношения Китая и России в долгосрочное стратегическое партнерство. Они изначально не являются антиамериканскими. Их суть скорее состоит в том, чтобы сдерживать американское влияние, но без открытого конфликта с США. И китайские, и российские власти недовольны статус-кво, созданным во многом под влиянием Соединенных Штатов и существующим сейчас в мире. И они хотели бы изменить некоторые его элементы. В конце концов, китайцы научились использовать российские технологии для того, чтобы интегрировать их в новые поколения отечественной военной техники. В первую очередь, это военно-морской флот, который начинает играть в вооруженных силах Китая ведущую роль. Сейчас он потенциально уже способен нанести с дальнего расстояния ракетный удар по американским военным кораблям, несущим вахту в Тихом океане. Такое смещение стратегического баланса, разумеется, тревожит американских экспертов. Распространение противокорабельных ракетных вооружений становится сейчас основной тенденцией. Китай стремится нарастить свой военный потенциал, чтобы сдерживать лидерство Соединенных Штатов в этой сфере. Что же касается России, то такой расклад сил ее вполне устраивает. И хочет ли Америка этого или нет, рано или поздно ей придется принимать контрмеры. Внутренний оборонительный периметр, который Пекин выстраивает вдоль своего морского побережья, неофициально называется «Первая островная цепь» и охватывает Желтое, Восточно-Китайское и Южно-Китайское моря. Внешний периметр обороны простирается еще дальше в открытый океан на расстояние до 1200 морских миль от берега. Главная цель – обеспечить китайскому флоту контроль на морских просторах. Пока что, по оценкам специалистов, у Китая нет возможности успешно выполнять весь спектр боевых задач в открытом океане. В частности, китайские ВМС пока не обладают необходимым для этого подводным флотом. В этом лидерам Китая как раз и может помочь их союзник Россия. По общему мнению экспертов, сложившаяся сегодня геополитическая ситуация создает все предпосылки для расширения китайско-российских отношений. Оказавшись в относительной международной изоляции, Москва вынуждена обратить свои взоры на восток. И укрепление военного и экономического сотрудничества с Китаем становится центральным элементом российской стратегии. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Тем временем сторонники Международного ядерного соглашения с Ираном вплотную приблизились к тому, чтобы заручиться достаточной поддержкой в Конгрессе США. На сегодняшний день им недостает лишь одного голоса. Еще два законодателя-демократа заявили о намерении проголосовать за соглашение. Сенаторы Боб Кейси и Крис Кунс, представляющие, соответственно, штаты Пенсильванию и Делавэр. Напомним, 1 неделя осталась до возобновления Сенатом официального обсуждения резолюции, предложенной республиканцами и отклоняющей, соглашение между 6 мировыми державами и Ираном. И сейчас эфир продолжат наши коллеги в Праге. Динара, пожалуйста. Спасибо, Игорь. В пражской студии я, Динара Аргин. Здравствуйте. С 1 сентября этого года в России планируют ввести в средних школах единую линейку учебников истории. Работы по их созданию ведет Российское историческое общество во главе с председателем Госдумы Сергеем Нарышкиным. Мой коллега Кирилл Кобрин пытался разобраться, какой станет история для российских школьников в этом учебном году. В
В новый учебный год в школах с новым единым учебником по истории. Такова была затея власти. Новые учебники готовили самые разные люди. И уважаемые специалисты, и представители общественности, в том виде, конечно, как ее понимает Кремль, и педагоги, и идеологи власти. Оттого отчеты эти разные по лексике и по тональности. Но странным образом месседж один. В апреле в интервью московскому комсомольцу замечательный специалист по Древней Руси Игорь Данилевский успокоил здравомыслящую часть публики, сказав следующее, цитирую: «А объяснить наверху, что единого учебника быть не может, удалось довольно быстро». Конец цитаты. Во всем остальном разговоре оптимизм обнаружить сложно. Новые учебники, заметим, их как минимум 3, а не 1, должны одновременно готовить к ЕГЭ и соответствовать в то же время так называемому федеральному стандарту. Плюс, конечно же, есть указания Путина и общее стремление сделать учебники попатриотичнее, скажем так. Результат туманен. Более того, новые учебники кончаются 10 классом. На вопрос журналиста, мол, а что же будут изучать школьники в 11 классе, Игорь Данилевский отвечает: понятия не имею. Полиция Санкт-Петербурга задержала промышленного альпиниста, которого подозревают в акте вандализма. Предположительно, он отбил и сбросил барельеф Мефистофеля с одного из домов на Лахтинской улице в конце этого лета. О доме с дьяволом, реакции петербуржцев и предполагаемых заказчиках уничтожения барельефа расскажет моя коллега Ксения Аблис. Тихая улочка в Петербурге под названием Лахтинская. Именно здесь больше 100 лет назад поселился Мефистофель. Точнее, незабвенный Федор Шаляпин в образе. Ни революция, ни блокада, ни разруха не смогли снять ухмылку с демонического лица, а обычная кувалда в 21 веке смогла. Новость о сбитом барельефе моментально облетела весь город. Город, который весьма пассивно реагировал последние годы на сомнительные выборы, санкции и так далее, вдруг поднялся в своем негодовании. Мефистофеля обидели. Результат – несколько сотен петербуржцев пришли к дому на Лахтинской, оскорбленные в своей вере в искусство. Портят то, что я люблю, портят то, где я живу. Это касается меня лично. Мефистофелем мы любовались, он интересен, он вызывает определенные артистические фантазии. Вот я хочу знать, этих мерзавцев когда найдут или нет. Художник Ян Антонышев более 30 лет рисует Старый Петербург. Дом с Мефистофелем запечатлел еще в 80-х. Для меня любой дом, старый домик, я их называю домики, это живое существо. Поэтому, когда от него даже что-то отрывает, это больно. И в последнее время, к сожалению, не успеваем их рисовать. История с поиском виновных развивается, как в хорошем детективе. Сначала некие казаки взяли на себя ответственность, направив письмо в СМИ. Затем начали подозревать строительную компанию и жилкомсервис. Теперь новый виток развития. В Санкт-Петербургскую епархию пришло письмо от анонимных промышленных альпинистов, обвиняющих в заказе сноса дьявольского барельефа директора музея Исаакиевский собор Николая Борова. Я улавливаю здесь какое-то такое вот желание людей с явным совершенно пухом на рыле увести сейчас общественное мнение, обсуждение куда-то в сторону для того, чтобы, может быть, так в дымовой завесе скрыть собственные следы преступления. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Кобринский подал заявление в полицию, как только стало известно о сносе барельефа. По его мнению, многие факты случившегося уже установлены. В частности, машина, на которой вывезли обломки Мефистофеля. Но главный вопрос – как избежать повторения подобной истории в будущем? Единственный способ сделать так, чтобы это не повторялось, это найти этих мерзавцев, довести дело до суда и провести суд максимально открыто. Ксения Аблис, «Настоящее время», Санкт-Петербург. Война не помеха любимому делу. Автогонщик из Донецка Василий Кабинок даже под обстрелами продолжает готовиться к соревнованиям. О жизни спортсмена в боевых условиях в репортаже Екатерины Малафеевой. До войны в Донецке было много профессиональных спортсменов. Летом прошлого года большая часть уехала из-за конфликта. Автогонщик Василий Кабинок остался жить в непризнанной ДНР, а его единственный в Донецке раллийный экипаж принимает участие во всеукраинских гонках. Василию 28. Он работает автомехаником. Своим хобби авторалли он занимается уже 12 лет. Несмотря на то, что рядом с гаражами, где стоит его любимый автомобиль, часто прилетают снаряды, Василий не боится и отказываться от своего хобби не собирается. Снаряд упал вот здесь, на повороте.
соответственно, осколки все полетели там на ближайшие здания. Он признается, что иногда от постоянных обстрелов желание заниматься любимым делом пропадает. Там стреляют, там взрывается, но мы двигаемся, мы хотим расти, мы хотим заниматься, двигаемся дальше. Выезжать на всеукраинские гонки для Василия – отдельное приключение. Отправляясь на гонки в Одессу в августе этого года, раллийный экипаж Василия застрял на украинском блокпосту на целый день. Наш спортивный автомобиль является спортивным инвентарем. Вот. И дело в том, что в их положениях спортивного автомобиля как инвентарь его нет. И они говорят, раз в положении нет спортивной машины как инвентарь, мы вас пропустить не можем. А больше 50 килограмм через блокпост провести нельзя. На помощь ему пришли украинские военные. Они прибили военные номера на гоночную машину, надели на себя балаклавы и провезли машину через пропускной пункт. Как на блокпостах непризнанной ДНР, так и на украинских ребятам говорят, без кубка не возвращайтесь. На ралли в Одессе экипаж Василия Кабенка уже на финише уступил 3 секунды, потому что остановился помочь экипажу соперника, у которого загорелся автомобиль. Оценив благородный поступок, судьи решили присудить первое место дончанину. Первый этап назывался «Единая Украина», сейчас третий этап назывался «За мир». Ну и какое ралли «Единая Украина» без экипажа с Донбасса? Уже скоро экипаж отправится на гонку в Николаеве. Сейчас ребята собирают деньги. Авторалли – увлечение не из дешевых. Машина полностью разбирается, просматриваются ремни, сиденья, колеса, ремонтируются детали. А дальше вперед к победе. Через блокпосты. Екатерина Малафеева, «Настоящее время», Донецк. На беспрецедентный шаг пошли местные власти в Челябинской области. Чтобы поддержать родителей, оставшихся без работы и жилья, им предложили на время отдавать своих детей в социальные центры. С начала года это сделали уже почти 100 семей. Но финансовый кризис при таком решении может превратиться в семейный, рассказывает Екатерина Пономарева. Ирина Берзон – мать-одиночка. 2 девочек. Старшей Яне 8, младшей Марусе год и 7. Отец бросил семью, когда узнал, что Ирина беременна 2-м ребенком. Родители предлагали сделать аборт, мол, не прокормишь. Женщина решила, что справится сама. Но начался кризис, и Ирина не справилась. Она просит не показывать ее лица, боится осуждений и кривотолков. Декретные выплаты со дня на день закончатся, а цены в магазинах все растут. Последний раз получила 1600 и все. А в следующем месяце, в сентябре, вообще 57 рублей получила. Эти копейки уходят у семьи на питание. Одежды помогают знакомые. Выйти на работу Ирина не может. Ей не дают путевку в ясли для младшей дочери. Чиновники уверяют, близко к дому мест нет. Зато есть места в приютах. Это мера антикризисной поддержки семьи. Можно временно отдать своих детей в социальный центр, пока ищешь работу или жилье, или зарабатываешь на частный сад. И Ирина близка к тому, чтобы на это решиться. Такая возможность у челябинских родителей была и раньше. Только пользовались ей чаще всего семьи неблагополучные. Мать или отец выходят, например, из запоя, а дети живут в социальных центрах и ждут, пока родители повзрослеют. В этом году с началом кризиса на порог таких временных приютов пришли совсем другие семьи. В прошлом счастливые, ныне отчаявшиеся. С начала года этой мерой воспользовались 97 родителей, и 50% детей уже вернулись в семью, потому что в семьях ситуация стабилизировалась. Мама и папа добровольно заключают с государством социальный контракт на ребенка. Они обязуются за полгода устроить свою жизнь, государство, кормить и одевать их чада. Если условия соблюдены, дети возвращаются в семью. Сейчас из 75 воспитанников такой контракт здесь есть у 17. Директор центра говорит, накормить и обогреть ребенка для персонала не первой важности дело. Главное поддержать родителей, чтобы дети в них верили. Низковатая самооценка на первых этапах, потому что человек, оказавшийся вот в такой ситуации трудной, родители, будем так говорить, определенным образом передают вот этот негатив ребенку. Ребенок видит, что у родителей ничего не получается, и вот эту одежду на себя, будем так говорить, примеривает. Кризис семьи, как показал опыт, наступает следом за кризисом экономическим. В 90-е, вспоминает директор, первыми клиентами его центре были трудные подростки, беспризорники, которые имели проблемы с наркотиками и преступностью. Чтобы не вернуться к этим истокам, Челябинский социальный центр готов помогать любой семье, пока государство дает на это деньги. Екатерина Пономарева для «Настоящего времени». Особые врачи для маленьких пациентов. Их практика успешно используется уже много лет в больницах по всему миру. Вместо медикаментов фокусы и шутки, вызывающие смех. В Чехии подобный проект назвали «Доктор-клоун». Он работает уже 16 лет. Наш корреспондент Дарья Соловьева встретилась с его создателем и узнала, как лечит больничная клоунада.
Здесь на каждой стенке веселые картинки и герои из любимых мультфильмов. Но даже глядя на них, дети редко улыбаются, потому что они болеют. Боятся уколов, пьют горькие лекарства, скучают по родителям. Особенно тихо в больничных коридорах после обеда. Именно тогда появляются они. Это Кука и Бублина. Они профессиональные больничные клоуны. Сегодня их единственный зритель – 11-месячный Марек. Они с мамой в больнице уже несколько дней. Оба очень устали. Но фокусы и шутки клоунесс вызывают улыбку и у малыша, и у мамы. Они здорово поднимают настроение, потому что для ребенка все это слишком долго, да и для мамы. Больничная клоунада существует более 25 лет. В 70-х американский доктор Патч Адамс открыл простую истину. Веселье и смех помогают больному выздороветь, отвлечься от боли, преодолеть страх перед операцией, изменить отношение к процедурам и приему лекарств. В странах Западной Европы штатный клоун есть почти в каждой крупной больнице. В Израиле в университете Хайфы даже существует официальная специализация – медицинский клоун. В Праге первым человеком, решившим лечить смехом, стал Рафал Ваяс. Для меня детский смех – цель жизни. В больнице детям не дают права выбора. Во сколько вставать, что делать, что есть. Доктор-клоун предоставляет выбор. Чем ребенок хочет заняться сейчас, тем он и занимается. Выходец из Польши, Рафал запустил программу «Доктор-клоун» в родной стране, Чехии, Словакии и даже Мексике. И везде главная задача клоунов – найти общий язык и с малышами, и с подростками, обсудить страхи и доказать, что бояться не стоит. А еще вызвать смех или хотя бы улыбку. Ирина Йонсен приехала в Прагу из Омска. Она профессиональная актриса, работает в детском театре. А все свободное время она клоун Кука. Я получаю огромное удовольствие большую часть времени. Бывают, конечно, грустные моменты, но большую часть времени я ухожу с счастливым сердцем, когда я вижу, что дети счастливы, и от них получаешь огромный фидбэк, как сказать, отдачу. Смех полезен не только для души. Это еще и особый вид дыхания, увеличивающий уровень кислорода в крови. Врачи признают, дети, которые много смеются, меньше болеют вирусными заболеваниями и лучше переносят длительное пребывание в больнице. Это работает. Мы видим, что детям после посещения клоунов становится легче. Даже анализы порой улучшаются. У больных детей очень грустные глаза. Доктор-клоун заставляет эти глаза улыбаться. Дарья Соловьева, Дарья Кудрявцева. Настоящее время. Далее новости из Вашингтона. Игорь, эфир ваш. Спасибо, Динара. В июне 2015 года Верховный суд США принял решение легализовать однополые браки на всей территории страны. Но некоторые клерки отказываются выдавать однополым парам свидетельство о браке. Так скандальная история произошла в штате Кентукки. Ким Дэвис, чиновница из Морхеда, штат Кентукки, отказалась выдать Эйприл Миллер и Кэрен Робертс свидетельство о заключении брака. Дэвид Мур и Дэвид Эрнольд также получили отказ уже в 4-й раз. Вы должны выдавать свидетельство о браке. Сегодня мы не выдаем свидетельство о браке. Верховный суд отклонил ваше прошение. Мы не выдаем свидетельств сегодня, и я прошу вас всех. Почему вы не выдаете свидетельство сегодня? Потому что я этого не делаю. Кто вас уполномочил? Бог. Я плачу вашу зарплату. За это я плачу вам зарплату. Ким Дэвис утверждает, что ее вера не позволяет ей регистрировать однополые браки. В понедельник Верховный суд отклонил ее прошение об отсрочке вынесения решения до рассмотрения апелляции в другой инстанции. Ее действия могут быть квалифицированы как неуважение к суду, что может привести к тюремному наказанию. Католики в Америке и по всему миру в эти дни обсуждают, казалось бы, невероятное заявление Папы Римского, рассказывает Юлия Аппл. В опубликованном письме понтифика священнослужителям сообщается, что они должны будут отпустить грехи женщинам, которые совершили аборт, в случае искреннего раскаяния. Но сделать это можно только в течение ближайшего так называемого юбилейного или святого года. Он начнется 8 декабря 2015 и закончится 20 ноября 2016 года. Как написал Папа Франциск, он встречал множество женщин, которые несут на своем сердце шрам от этого мучительного и горького решения. Отметим, что обычно в случае прерывания женщиной беременности она должна быть отлучена от католической церкви. Исключение может быть сделано только если отпустить грехи согласится главный исповедник епископата. Вместе с тем Папа Римский указал, что аборт остается моральным злом.
Юбилейный или святой год по правилам католической церкви – это год, когда возможно особое отпущение грехов. Он проходит каждые 25 лет. Последний святой год был в 2000 году при Иоанне Павле II. Но каждый понтифик может объявлять особые святые годы по своему усмотрению. И в продолжение темы. Финансируемая американским правительством Организация по охране здоровья женщин оказалась в центре национального внимания после того, как появились несколько видео, снятых скрытой камерой. На видео сотрудники обсуждают использование тканей абортированных эмбрионов для медицинских исследований. Активисты, которые записали видео, выступают против абортов. Хотя в США продажа эмбриональных тканей запрещена законом, аборты и использование донорской ткани плода для медицинских исследований нарушением закона не являются. Подробности в сюжете Джулии Табо. В значительной степени отредактированные видеозаписи были тайно сделаны и опубликованы членами выступающей против абортов группы, которая называет себя Центром медицинского прогресса. Члены этой группы, выдававшие себя за потенциальных покупателей эмбриональной ткани для медицинских исследований, утверждают, что сотрудники, финансируемой правительством организации Planned Parenthood, занимающиеся вопросом охраны здоровья женщины, производящей аборты, обсуждали с ними продажу частей тела эмбрионов. Медицинская организация решительно отвергает эти обвинения, заявляя, что врачи взимают плату лишь в размере, достаточном для покрытия расходов. Я хочу совершенно однозначно заявить. Обвинение нашей организации в том, что она получает какую-то прибыль от донорских тканей, совершенно необоснованно. В США получение прибыли от продажи донорских органов и тканей противозаконно. Однако организации могут использовать эмбриональную ткань для медицинских исследований с согласия матери. Многие американцы, в том числе консервативные законодатели, выступают против этого. Это уже вопрос человечности. Ученые уже несколько десятилетий используют эмбриональные ткани для медицинских исследований. Это позволило разработать вакцину от полиомиелита и помогает лечить такие заболевания, как болезнь Паркинсона и СПИД. Молекулярный биолог Ахилеш Пандей использует эмбриональные ткани в своей лаборатории в университете Джона Хопкинса в Балтиморе. Мне кажется, что благодаря исследованиям с использованием эмбриональных тканей был достигнут существенный прогресс, в том числе в таких областях, как тест на беременность, биомаркеры для ранней диагностики рака, лечение гемоглобиноза. Ученые отмечают, что эмбриональные клетки могут расти в организме взрослого человека и замещать клетки, умирающие в результате заболевания. Такие клетки, пересаженные в мозг, в сердце, в суставы, обладают лечебными свойствами. Пандей считает, что если ограничить доступ к эмбриональным тканям, у ученых будет гораздо меньше возможностей для исследований. Я думаю, это отбросит нас на много лет назад, и, к сожалению, в худшем случае, может потребоваться много десятилетий, потому что мы не уверены, можно ли воспроизвести каким-то иным образом то, что происходит в процессе развития тканей плода. И в заключение, Национальный олимпийский комитет США официально предложил Лос-Анджелес в качестве кандидата на проведение Олимпийских игр 2024 года, после того, как была отозвана заявка Бостона. Таким образом, у Лос-Анджелеса вновь появился шанс реализовать свою мечту – стать трехкратным хозяином Олимпиады. На этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Мы благодарим наших коллег в Праге и прощаемся с вами до завтра. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. Всего доброго. До свидания.